вы мои все видите, газета «Набережный» сегодня раз в квартал выходит, и в нем содержится подробный отчет о моей депутатской деятельности. Но я бы хотела со своей стороны остановиться сегодня, пользуясь тем, что у нас Евдокия Ивановна участвует в нашем мероприятии, именно тем вопросам, которые сегодня требуют наискорейшего решения. Кстати, вот буквально сегодня мы с Мариной Сергеевной Силкиной в обед были в детском саде «Звездочка». Он сегодня наконец-то открылся, долгожданный наш детсад «Звездочка». И, конечно, мы сегодня увидели, какие замечательные условия созданы для детей в этом садике. И хочу напомнить вам, что он практически единственный, вот после того основного, который на ГРЭСе, для детей с ОВЗ, ограниченными возможностями здоровья, для детей, у которых нарушены ментальные функции и опорно-двигательный аппарат. Решение о том, что этот садик станет таким особенным, было принято практически уже на стадии строительства, когда коробка была сделана, и когда родители обратились к Арсению Сергеевичу с просьбой сделать его для детей с ОВЗ, он, конечно, не мог им отказать, и поэтому объясняется задержка с открытием этого садика, так как уже на ходу в готовый проект и в готовый объект вносились изменения, которые было необходимо сделать для удовлетворения требований Роспотребнадзора. Вы знаете, что там есть комплекс для развития, для реабилитации детей, и это, конечно, дорогого стоит. Вот, конечно, пришлось подождать, но зато сейчас у ребят будет замечательная возможность улучшить свое здоровье. Поэтому сегодня такой замечательный день. Садик распахнул двери, первые ребятишки пришли, и на следующей неделе уже на полной загрузке этот садик заработает. Поэтому спасибо большое руководителям, Арсению Сергеевичу нашему спасибо, что он пошел навстречу родителям. И, конечно, большая благодарность строителям, которые все-таки этот садик довели до конца, коллективу под руководством Елены Сергеевны, да, и Елены Сергеевны Черных. Она сейчас в отпуске, но буквально 24 часа в сутки держит руку на пульсе. Ну и кроме этого, в 203-м микрорайоне открывается новая школа глобального образования. Мы с руководством этой школы уже находимся на контакте. Тоже долгожданное мероприятие. Очень много ребятишек ждут уже зачисления в школу. Сейчас буквально последние штрихи по подготовке документации к лицензированию. Действительно, по последнему слову техники оборудованная и построенная школа сегодня примет в этом учебном году уже ребятишек. В прошлый раз мы с Евдокией Ивановной тоже на объезде главы были в этом объекте. Очень радует то, что каждый год по несколько таких объектов вводится. Тем более, что, вот, например, 203-й микрорайон, он очень активно строится. При полном заселении планируется, что население 203-го микрорайона будет почти 20 тысяч. И поэтому все эти инфраструктурные объекты, детские сады, школы, они действительно долгожданные. И действительно они вот входят вовремя, вводятся. И большое пожелание, чтобы они вводились вовремя. Но, упоминая детские сады и школы, не могу не сказать, Евдокия Ивановна, о проблеме школьной медицины. Вот эта проблема, которую необходимо в ближайшее время решать, тем более прошлый год нам всем показал, как важно мониторить детское здоровье, здоровье школьников, питание школьников. И, конечно, без медицинского работника в школах ну уж никак. Значит, хочу проинформировать, что в марте месяце в первом чтении в Государственной Думе рассмотрен закон о школьной медицине. Но, к сожалению, он туда закладывает только базовые понятия об этом, возвращает медиков в школу, но их материально-техническое обеспечение, их заработная плата наших школьных медиков, да, это все будет, конечно, в сфере решения нашей региональной власти и муниципальной власти. Я поэтому в этом плане очень надеюсь с коллегами из городской думы на совместную работу, на поддержку для того, чтобы наши школы были обеспечены школьными медиками.
Кроме этого, я как депутат уже второй год отстаиваю благоустройство набережной Романа Дмитриева. В 2017 году был проведен конкурс на проектирование набережной Романа Дмитриевна. Вот Гульджана Кадимовна очень активно тоже участвовала в организации этого конкурса. Тогда еще у нас Шарлюбаш, Любовь Иннокентьевна была главой управы. И, значит, Татьяна Гасич, молодой архитектор, победила в конкурсе. Действительно, очень хороший проект подготовила. И сегодня, кстати, к нам пришли жильцы вот, набережной Романа Дмитриева, корпус 9. Здесь Ольга Юрьевна Алексеева подошла для того, чтобы тоже свои предложения внести. Наконец-то лед тронулся. И сегодня уже из отдела городской среды поступил к нам звонок о том, что формируется заявка, опять-таки, в городскую думу для того, чтобы предусмотреть в июне месяце средства на проектирование набережной Романа Дмитриева. Я тоже очень надеюсь, что депутаты поддержат. Действительно, это единственное место, где наши горожане могут отдыхать на берегу реки Лена, и он нуждается в благоустройстве. Кроме этого, значит, по внутриквартальным дорогам 203-го микрорайона поступает очень много, значит, наказов мне как депутату. Я хочу проинформировать, что в эти дни РДР, это компания-застройщик 203-го микрорайона, сформировала планы внутриквартальных дорог и внесли на согласование. Вот после этого то, что вот АИК просит лежачий полицейский, чтобы был рядом со школой для безопасности школьников, возле новой школы глобального образования, эти все лежачие полицейские, как говорится, это все мое, буду отстаивать, чтобы они в этот план попали. И, само собой, сегодня тоже подошли по поводу улицы Виктора Петровича Ефимова, это видного нашего государственного деятеля. Это улица, которая должна, корпуса, вот паруса есть, большие корпуса, должно соединить с улицей Чернышевского. Вот эта дорога тоже должна войти в план. Ну, вкратце так, объять необъятное невозможно. И в этот год я как депутат для себя вот эти несколько приоритетных направлений избрала. Очень надеюсь на поддержку наших городских депутатов и, конечно, надеюсь на поддержку жителей, активных жителей, которые показали на деле свою активность. Это мост, который наконец-то построили благодаря, значит, помощи республиканской по программе ППМИ был защищен проект строительства моста через овраг 202-203 микрорайона, и он уже сегодня стоит, реализованный в жизни. Ну и, конечно, в будущем году я планирую вносить в город Якутск проект благоустройства этого оврага. Если не найдется такой, скажем, решительный застройщик на эту территорию, его нужно облагородить в качестве зоны отдыха для горожан. Просто потому, что очень большой микрорайон, отдыхать негде, ребятишкам заниматься негде. Хотелось бы сделать, чтобы там был какой-то парк с активными видами отдыха. Но вот со своей стороны так. Мне еще нужно слово сейчас, наверное, передать Владиславу Дмитриеву. И после этого мы перейдем к диалогу, к вашим наказам и предложениям. Спасибо большое. Спасибо, Мария Николаевна. Добрый день, дорогие друзья. Ну, я буквально на 5-2 словах немножко расскажу. Я являюсь депутатом Якутской городской думы по набережному избирательному округу. Это в Губинском округе находится у нас, именно по городской думе. Являюсь... Вообще работа депутатов основывается на работах в постоянных комиссиях. Поэтому я состою в 2 комиссиях. Это первая, это постоянная комиссия по городскому хозяйству и экологии, и вторая комиссия, постоянная комиссия по городостроительству и архитектуре. Ну, вот эти комиссии, я считаю, что для хозяйственника, для города Якутска самые важные комиссии, поэтому тут решается очень много вопросов именно по благоустройству, именно по строительству. Поэтому я считаю вот эти комиссии важными. В первой комиссии я являюсь заместителем председателя этой комиссии. Состоит наша комиссия из 5 депутатов.
курируем 4 муниципальных программ. Это обеспечение функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства города Якутска. Второе – комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Якутска. Охрана окружающей среды – это третье. И четвертая программа – это развитие ТОС на территории городского округа город Якутск. Тоже немаловажны этот вопросы, да? Во второй комиссии я являюсь членом. Тут у нас комиссия состоит из 7 депутатов. Курируем 3 муниципальных программ. Это формирование современной городской среды на территории городского округа город Якутск, комплексное развитие транспортной инфраструктуры города Якутска и обеспечение жильем населения городского округа город Якутск. Но под нашим кураторством и как мы все знаем, что у нас по России идут национальные проекты, и одним из важных национальных проектов это строительство и ремонт и реконструкция автомобильных дорог получается. Мы в этой комиссии постоянно ведем кураторство и контролируем вот эти работы. Несколько раз участвовали на выездных совещаниях. В прошлом году у нас в Губинском округе мы по БКАДу отремонтирована улица Губина. Ну, конечно же, это немножко мелкие замечания есть, но в ходе гарантийного срока все замечания должны быть устранены. По формированию комфортной городской среды были осуществлены мероприятия по благоустройству дворовых территорий. Это Амосова 4/1, 4/2. И начато благоустройство двора Каландрашвили 23/1. Реализован первый этап строительства Парка Победы, построена стелла с благоустройством и поставлен памятник нашему знаменитому герою Советского Союза Ивану Кульбертинову. Ну, сейчас в данное время, как Мария Николаевна сказала, ведется работа именно по нашему округу. Это проектирование благоустройства набережной имени Армана Дмитриева. Вот поэтому хотелось бы тот проект, который выигран еще в 2019 году, был реализован в нашем округе. Поэтому такие работы ведутся именно у нас по этой комиссии. Ну, помимо постоянных комиссий, депутаты должны состоять в межведомственных комиссиях. Тоже это, я считаю, что немаловажно, потому что тут очень много вопросов именно рассматривается. Допустим, я состою в межведомственной комиссии по наименованию территориальных улиц, территориальных единиц, улиц, площадей города Якутска, по балансовой комиссии акционерного общества «Платежи», по балансовой комиссии акционерного общества «Теплоэнергия» и по балансовой комиссии муниципального унитарного предприятия «Жилкомсервис». И еще состою в комиссии по чрезвычайной ситуации по городу Якутску. Ну, кроме депутатской деятельности, я являюсь председателем общественного совета Губинского округа. Тут у нас очень много, благодаря вам, благодаря общественникам, благодаря активным людям, очень много работы выполняется. Допустим, в прошлом году, как Мария Николаевна уже выше сказала, в прошлом году мы с общественниками совместно с управой установили мост через овраг 202 и 203 микрорайоны. Но это показатель вашей работы, это показатель сплоченности. Если вспомните, мы точно таким же успехом в 2019 году установили бюст имени Володи Губина, имя которого носит наш округ, много предприятий, в том числе торговый центр, для увековечивания героя, который спас ценой своей жизни тонущих детей. Это показатель нашей работы общественной организации. По плану немножко рассказать. В 2021 году, независимо кто изберется, у нас будут продолжаться работы именно по национальным проектам. Это
реконструкция и ремонт автомобильных дорог. Если сравнить с прошлым годом, в прошлом году примерно где-то 24 километра дорог отремонтировано, а в этом году запланировано 50 километров. Ждет нас колоссальная работа. Никогда в истории Якутска и даже в истории Якутии этот такой большой объем не был выполнен, поэтому мы ждем и будем контролировать. Ну, и еще немножко по благоустройству, если сказать, у нас тоже запланировано очень много дворовых территорий. Ну, пока планируется 90 дворовых территорий. И что тут отрадно, да, нашлись спонсоры. То есть они будут внести свой вклад по благоустройству дворовых территорий. Именно софинансированием и так далее. Ну, немножко вкратце так, мы готовы обсуждать наши, ваши наказы и будем взять на контроль. Итак, приглашаем для вопроса и выступления Дейко Антонину Николаевну, руководителя физического воспитания Якутского института водного транспорта, мастера спорта СССР по волейболу, многократная чемпионка ЯССР. По поручению преподавателя Якутского института водного транспорта, преподавателя английского языка Деревцовой Галины Александровны. Галине Александровне 10 апреля исполняется 89 лет в силу своего возраста и всевозможных болезней. Она не смогла лично присутствовать здесь и попросила меня от ее имени выступить и поблагодарить депутата Марию Николаевну. А вы сами понимаете, как много значит для человека, пережившего войну, знать, что ты участвовал, ты там был, а никаких документов нет о том, чтобы ты, ну, не сколько там льготы там эти, а просто уважение людей, это дорогого стоит. И вот этот день наступил. Галине Александровне позвонили и сказали, что ей вручат удостоверение участника Великой Отечественной войны, как ребенку войны. Дети войны, да. Пожалуйста, приглашаем Сароватскую Лидию Андреевну, председатель женского совета Губинского округа. Надеемся, будет вопрос или конкретный наказ, предложение по развитию нашего города. Как председатель женского совета Губинского округа хочу поблагодарить наших депутатов, Марию Николаевну, за ее чуткость, внимание, поддержку, да, вопросов жителей Губинского округа. И хочется отметить, что в нашей истории не было такого депутата, который бы вот на хрупкие свои плечи проблемы наших жителей решала до 2 часов ночи. То есть я могу отметить, как мы выходили на рейд на ЛЖ-кафе, да, вот волнует всех этот вопрос, и мы до 2 ночи находились на рейде. То есть это и вообще хочется тоже, да, отметить, что ведется большая работа и решаются очень важные вопросы с учетом того, что есть определенные проблемы всегда, и Мария Николаевна очень на высоком компетентном уровне это решает. Спасибо большое. И Владиславу Дмитриеву тоже хочется поблагодарить. Да. Мы вот осенью решили сделать акцию, провести свою акцию «Безопасная дорога детства». И Аикагата, да, вот у нас висит этот плакат для того, чтобы наши дети были как-то находились в безопасности, да, и в 21-й школе есть, и в детском садике Кустук. Вот. Ну и по работе, да, дальнейшей мы бы хотели, женсоветом вот решили и хотим провести такой фестиваль под названием «Зеленый город», потому что 3-летие города, да, внесли программу озеленения и благоустройства. Вот. Мы бы хотели это провести и, конечно, приглашаем всех принять активное участие. Ну,
хочу добавить, что, к сожалению, наш рейд до 2 ночи до сих пор не увенчался успехом. Это мы делали рейд в ЛЖ-кафе, который был «Цоколь-1», «Цоколь-2», и он теперь всяко разно называется, но, к сожалению, мы никак не можем побороть вот это зло, вот эти пенные точки, пивные вот эти кафешки. Это, конечно, и уродует наш город, и для подрастающего поколения это не самые лучшие места. Но я думаю, что уже близок решение этого вопроса. Я надеюсь, что вот 2021 год должен поставить точку в этой проблеме. Спасибо большое. Надежда Прохоровна, наказ. Я хотела, да. Добрый вечер, уважаемые коллеги, друзья. Ну, во-первых, конечно, хочу поблагодарить наших депутатов, потому что вот за столько лет работы, жизни и так далее, наверное, таких депутатов вот действительно у нас только, я считаю, только у нас в Губинском округе. Не, у нас были хорошие всегда депутаты. Конечно, ничего не могу сказать. Мы благодарны им за ту помощь и внимание, которое они оказывают, конечно, ветеранам. Мы не забываем никаких моментов, которые провели с помощью и Владислава Михайловича, и Марии Николаевны. Марию Николаевну, если там говорить, что я ее знаю давно, все 3 детей, которые у нее есть, все воспитывались в моем детском саду, поэтому я ее знаю как прекрасного родителя, ее детей и так далее. Поэтому я коротко скажу свой наказ. Не то, что свой, это от всех ветеранов. Вот даже сейчас, если посмотреть на зал, то большая часть это ветераны. И мне так обидно, что у нас ветераны все-таки как-то обходятся стороной. Вроде бы есть внимание, нечего сказать, да? Но тем не менее сейчас наступает год здоровья. Все мы хотим быть здоровыми. Причем задача Нового года здоровья – это не просто лечиться, вот ходить, сдавать кровь, диагностику проходить, лечение проходить. Мы не хотим этого делать. Мы хотим быть, может быть, до самой смерти, быть здоровыми, веселыми, красивыми, энергичными, активными, самое главное. Но нам негде. Негде. Вот если взять наш Губинский округ, у нас вообще нет ни спортивных залов, никаких площадок для ветеранов, никаких тренажеров для ветеранов. Если так взять, только я вот узко в своем округе, если возьму. Поэтому у нас предложение. Не надо нам каких-то старых зданий. Нам нужен красивый, современный, достойный, потому что все люди, которые вот сидят, которые проработали на своих предприятиях более 50 и больше лет, они заслужили, наверное, прекрасного, красивого, сверкающего здания, который пусть будет называться «Центр здоровой, активной старости». В этом центре, я считаю, должны быть спортивные залы, тренажеры, кабинеты, там, пускай всевозможные, где можно будет вот эту школу. Школа 3-го возраста, извините меня, уже заваливается. Там даже невозможно пройти, я один раз была. Вот ветераны занимаются, там какая-то кучка людей, которые приходят. В таком здании просто стыдно. И я говорю, когда вот Евгением Николаевичем первый раз встречалась, говорю, когда проходишь, почему-то есть дом, пенсионный дом, 2 прекрасных дома. Почему-то есть дом пионеров, ну это понятно. Дом культуры есть, но дом для ветеранов нету. Нам нужно в центре города красивое, прекрасное здание. Поэтому у меня такой наказ. Не только у меня, а всех ветеранов. Потому что рано или поздно все придете к тому, что будете ветеранами. А нам всем, вот как сегодня мы утром как раз разговаривали, нам всем ветеранам главное нужно общение с людьми. Пусть в этом будет и медицинский какой-то кабинет, и помощь там оказывает, и соцзащиту туда надо посадить, собрать все те структуры, которые работают с ветеранами. Так надо или не надо? Поэтому как депутаты, вот наша, как говорится, В моей просьба. предвыборной программе было дать нашим ветеранам дом ветерана. И я надеюсь, что вот с общими усилиями, и думаю, меня коллеги-депутаты из других округов тоже поддержат, и такой дом ветерана в нашем городе Якутске обязательно будет. Хотя... Добрый день. Я не понаслышке знаю, насколько сложно и благородна работа, деятельность депутатов. И для
Ой, роста не хватает. Просто многие люди думают, что депутаты имеют какие-то огромные баснословные зарплаты и так далее. Просто заверяю вас, что эта работа, она общественная. И в этом тоже, знаете, вот просто низкий поклон. Личное время, личная занятость, личная заинтересованность, личная сердечность – это то, что помогает депутатам в их деятельности. Поэтому вам огромное, огромное спасибо за вашу работу, за то, что вы неравнодушны. И мое предложение такое. Я хочу продолжить тему, которую подняла моя любимая, моя дорогая Антонина Николаевна Дейко. Это мой тренер по волейболу в университете, поэтому очень рада была сегодня видеть. И тема, знаете какая, я ее тоже озвучивала уже в прошлом году во время пандемии. Детский подростковый центр, педагогом, организатором которого я являюсь, реализовал проект, который называется «Увольнение женское лицо». И общественная организация Лига женщин города Якутска активно в этом принимала участие много наших горожан, жителей города. Обращаюсь к нашим депутатам, обращаюсь ко всем жителям города Якутска. В нашем городе есть, создается парк Победы. Но наш проект «Увольнение женское лицо» — это проект увековечения памяти женщин-воинов, женщин-тружениц, матерей, детей войны, увековечить их вклад в Великую Победу. Поэтому предложение такое: в Парке Победы обозначить территорию, на которой будут поставлены женские фигуры, детские фигуры, да, в знак признания заслуг и детей войны, и женщин в Великую Победу. Спасибо. Так, раз. Пожалуйста, представьте сразу. Здравствуйте, меня зовут Петров Сергей Несторович. Я активист Совета молодежи Губинского округа, ученик 21-й школы и член ассамблеи школьников при молодежном парламенте. У меня к вам 3 вопроса. 2 от Губинского, 3 лично от меня. Так. Губинский округ хотел бы устроить благотворительный концерт от Губинского округа для нуждающихся или у кого есть какие-то проблемные жизненные ситуации. У нас в Губинском округе учатся много талантливых и активных ребят, которые могли бы помочь бы этим детям и людям. Поэтому хотим провести такое вот мероприятие. И Кубок главы Губинского округа. Мы хотим призвать все школы Губинского округа, чтобы посоревноваться с ними, повзаимодействовать в разных видах спорта, волейбола, футбола, интеллектуальных игр, шашек и киберспорта. Это не только для сплочения, но и для популяризации активного отдыха и здорового образа жизни, чтобы не только Губинский округ присоединился, но и весь город. Так что... Очень хорошее предложение, мы обязательно поддержим. Да. Потом мы свяжемся с вами отдельно по этим мероприятиям. Да? Вообще я внесла предложение Евгению Николаевичу возродить нашу традицию фестиваль «Зажигай», который мы проводили в городе Якутске на протяжении почти 9 лет. Последние 2 года только мы не проводили. И провести его в День молодежи в июне месяце. Я думаю, что в рамках этого фестиваля можно такой замечательный концерт благотворительный. То здесь не нужен кубок главы округа, нужен кубок главы города Якутска. Да, спасибо. Но я немного не договорил во втором вопросе. И сейчас же ковид в мире. И будет ли возможно провести это? Надеемся. Ага. И 3. Как я сказал, я член ассамблеи. Я, конечно, не член комитета по здравоохранению, но
Я в комитете по образованию, СМИ и ЖКХ, но мы активно взаимодействуем и с другими комитетами. И я посоветуюсь с председателем этого комитета, ведь мы образование хотим сделать мероприятие со встречами образовательных организаций, и поэтому вопрос от лица ассамблеи. Будем ли мы как-то взаимодействовать с вами, чтобы помогать детям или делать всякие интересные мероприятия? Я думаю, что этому ничего не мешает. Абсолютно. Вот считайте, что сегодня вы в моем лице, я думаю, Владислав тоже поддержишь. Евдокия Ивановна, так она вообще за любой кипиш, как говорится, всегда была. Можешь быть уверен, что в нашем лице ты нашел себе сторонников. Мы будем слушаться и слышать, стараться ваши ассамблеи инициативы и помогать по мере своей возможности. Обязательно передам. Спасибо большое, Сергей Нестерович. Евдокия Ивановна, пожалуй, вам, скорее всего, завершающее уже слово, потому что мы видим по времени, и уже устали многие. Так, добрый вечер, дорогие друзья. Постараюсь очень быстро. Ну, во-первых, что хочу сказать. Спасибо, Мария Николаевна, Владислав, что пригласили. И хочу, наверное, отметить, что вот наш 4-й созыв Якутской городской думы отличается тем, что мы очень активно стали работать, сотрудничать с депутатами Государственного собрания Элтумен. Я так понимаю, что это еще вот с выборов началось, когда вместе на выборы шли практически одновременно, и мы как-то вместе так вот сразу сдружились по округам. И сегодня действительно я вижу, что во многих округах нашего города идет очень тесная, хорошая работа. Если говорить вот про набережный избирательный округ, сюда входит и Губинский, и часть центрального, часть промышленного округа, то есть он такой довольно большой. Хочу сказать, конечно, Мария Николаевна Христофорова, она у нас активный участник всех мероприятий, вообще то, что в городе проводится. Владислав Михайлович, понятно, что он представляет Якутскую городскую думу, ему это сам Бог, так сказать, велел. Поэтому огромное спасибо вам, коллеги, за ваше неравнодушие, за активную жизненную позицию. И вообще надо отметить, что в этом созыве, это 6-й созыв же, да, Государственного собрания Элтумен, очень сильные депутаты от города Якутска. И с ними действительно не просто они, скажем, заседают, а действительно очень много вопросов решается именно по городу. У нас есть ассоциация «Столица», куда у нас входят депутаты, народные депутаты Государственного собрания Элтумен, депутаты Якутской городской думы, где мы собраны депутаты от города Якутска, потому что есть вопросы, которые мы можем решить на своем уровне городском, но большинство все-таки вопросов требует поддержки определенной на региональном уровне. И вот здесь без наших коллег, депутатов по Государственному собранию Элтумен, конечно, мы не можем решить. Вот мы уже 2-й год, наверное, даже не 2-й, а 3-й, Мария Николаевна, да, действительно вопрос по школьной медицине решаем, пока я так скажу, не можем пока добиться решения, потому что здесь нужно участие и федерального центра, но тем не менее, во всяком случае, мы уже понимаем, что проблемы слышат на разных уровнях. Часто происходят встречи с представителями здравоохранения, потому что это общий вопрос на стыке образования и здравоохранения. И нам очень важно, чтобы мы вместе понимали, скажем, как решать этот вопрос. И сегодня медицинские работники и те врачи, которые сегодня являются депутатами, народными депутатами Элтумена, действительно мы вместе собирались и в Манге, и в городе Якутске. Потихонечку приближается это решение, мы видим, как оно уже маячит, но я думаю, что во время до окончания наших созывов, наверное, Мария Николаевна, какой-то мы увидим результат. Тем более год здоровья, и мы понимаем, видим поддержку от системы здравоохранения. И мы думаем, что в течение года здоровья мы опять хоть как-то немножко приблизимся к решению этого вопроса. Я хочу сказать, знаете, сегодня поблагодарить, наверное, жителей Губинского округа за их активную жизненную позицию. Если честно сказать, то благодаря именно общественным организациям Губинского округа у нас
отложился вопрос на неопределенное время об объединении округов. Что бы он принес с собой, трудно сказать. Я понимаю, что там, наверное, есть какие-то идеи, такие, скажем, эффективного управления там, и так далее, но мы, вот депутаты Якутской городской думы, мы сразу решили, что это вопрос не сегодняшнего дня, его нужно хорошо готовить, потому что все, что касается жизни горожан, большого количества горожан, этот вопрос должен быть обсужден очень серьезно на разных уровнях, общественных в том числе. И сегодня мы все живем в разных округах, и, наверное, действительно для того, чтобы поменять полностью разбивку по округам в нашем городе, этот вопрос должен серьезно обсуждаться на различных уровнях, в том числе различных общественных организациях. И вот я сегодня от имени Якутской городской думы хочу поблагодарить Марию Николаевну, Владислав Дмитриевич, все общественные организации Губинского округа. Только вы в первую очередь помогли нам, депутатам Якутской городской думы, снять этот вопрос вообще с повестки сегодняшнего дня. Когда-то, может быть, мы к нему придем, но, наверное, придем немножко в каком-то другом контексте. Что хочу сказать? Если говорить, например, допустим, Набережном избирательном округе, то по сравнению со многими другими округами он такой очень динамично развивающийся. Здесь действительно идет строительство школ, строительство детских садов, строительство объектов культуры. И, конечно, проблемы, наверное, строительного округа или, допустим, вашего избирательного округа, они немножко разные, они отличаются друг от друга, но у каждого округа есть свои требования, есть свои какие-то замечания, есть свои приоритеты, и я думаю, что это правильно, потому что все округа очень разные, но в каждом есть своя изюминка, своя особенность, и жители округа, наверное, действительно должны в первую очередь, конечно, думать о развитии своего округа, чтобы каждому в этом округе жилось комфортно, удобно и в целом, скажем, благополучно. Поскольку мы все вместе стремимся к тому, чтобы улучшалось качество жизни наших горожан, а оно ведь может улучшаться только если улучшается качество каждого горожанина, соответственно, каждой семьи, каждого округа. И только так мы добьемся улучшения жизни всего нашего города. А я хочу от имени всех, кто здесь собрался, отметить, что наша Евдокия Ивановна, если за что-то берется, это сделает с такой душой и с такой отдачей, как будто это последний бой. И разрешите ей преподнести букет цветов за то, что она у нас такая мама города. Узнать наказ ветеранов создать дом ветеранов, это реально? Немножко тут можно сказать реально, но это будет требовать времени и финансового положения. Но в этом вопросе и в этом плане мы обязательно должны помогать на стороне, стоять и ждать, когда будет решаться мы не должны, потому что мы готовы помочь именно ветеранам и нашим пожилым людям. Я считаю, что 4-й созыв нашей Якутской городской думы тем и отличается, что мы действительно стали работать в очень тесной связке с депутатами Элтумена. Во-первых, мы очень плотно работаем со многими комитетами Государственного собрания Элтумен, а депутаты наши городские и депутаты Элтумена по своим территориям избирательным тоже работают в тесной связке. И сегодня, когда мы слышали, выступала Мария Николаевна Христофорова, Владислав Михайлович Дмитриев, и вспоминали Анатолия Андреевича Коржигасова, именно эта тесная работа, совместная, сплоченная, она и приводит к хорошим результатам. И действительно мы сегодня поняли, что без поддержки народных депутатов Государственного собрания Элтумен мы тоже не сможем решить многие вопросы. Надо сказать, что все городские депутаты объединились в ассоциацию «Столица». И вообще депутаты в Элтумене от города Якутска представляют собой очень сильную такую группу, мощную даже, да? Поэтому мы сегодня видим решение многих вопросов города именно на региональном уровне, потому что мы чувствуем и видим поддержку депутатов Государственного собрания Элтумен. И это действительно очень здорово.
Теперь я хочу сказать, конечно, и вот об этой связке еще. Депутаты Государственного собрания Элтумен, они действительно стали участвовать больше во всех городских мероприятиях. Они стали жить проблемами действительно своих избирателей, и вот поэтому мы видим такие результаты. По поводу встреч с избирателями. Ну, на самом деле я очень открытый человек. У меня есть страница в Инстаграм Мария Христофорова. Она открытая страница. Любой может всегда мне адресовать свои пожелания, наказы, замечания, зайти и оставить свои сообщения. Кроме этого, у нас в округе создана группа такая, сообщество, куда вошли старосты, активисты нашего округа. Называется «Мы рядом», WhatsApp-группа. Кроме этого, конечно, очень активно работают мои помощники, которые всегда на связи, не только с управой, но и с активистами нашего округа. Во всяком случае, те люди, мои избиратели, которые очень нуждаются в поддержке своего депутата, еще не было такого случая, чтобы они не могли ко мне обратиться, не могли меня, скажем так, найти. Мы есть, мы никуда не уходим, мы рядом, мы вместе. Поэтому, пожалуйста, мои избирателям хочу обратиться с тем, что всегда можете написать ко мне, позвонить мне, и будем вместе решать проблемы.